Модуль 6. Финансы и оплата труда. В предыдущем модуле мы узнали, как позаботиться о своем здоровье и безопасности на ферме. В этом модуле мы расскажем, какие расходы вы должны будете понести на разных этапах программы и сколько вы сможете заработать денег, работая на ферме. Какие расходы вы должны платить для участия в программе и во время своего пребывания в Великобритании. А сколько вы будете зарабатывать в Великобритании? Давайте рассмотрим подробнее. Вам должны платить не меньше минимальной национальной почасовой ставки, которая составляет 12,21 фунтов. Вы должны получать оплату за гарантированную минимальную ставку часов в неделю – 32 часа в неделю. Даже если вы работали меньше 32 часов в неделю, работодатель все равно должен платить вам за 32 часа. Например, если вы отработали 20 часов в неделю, а ваша часовая ставка 12,21 фунта в час, то ваш заработок будет не 244,20 фунтов, расчет за 20 часов, а 390,72 фунта, то есть 12,21 фунтов, умноженных на 32 часа. Учтите, что вы получаете оплату только в случае, если вы фактически работали. Помните, что у вас есть право не работать больше 48 часов в неделю, если вы не давали на это согласие. Также помните, что расходы на проживание и любые другие расходы, на уплату которых вы согласились, будут вычитаться из вашего заработка. Когда вы получаете зарплату, вам должны выдать расчетный листок, в котором четко указаны все вычеты и платежи. Вам должны выплатить ту сумму, которая указана в вашем расчетном листке. Если в расчетном листке вам что-то непонятно или суммы не сходятся, сообщите об этом своему оператору программы. Вы сможете также вести свой учет проработанных часов и сравнить их с фактическим расчетным листком. Сверхурочные премии или дополнительные бонусы зависят от условий вашей фермы, и об этом нужно уточнять заранее у вашего оператора. Какие налоги вы будете отчислять со своей заработной платы? Обязательные налоги будут автоматически вычитаться из вашей зарплаты. Первый вычет Pay as you earn (PAYE) предусматривает удержание 20% подоходного налога и вкладов в Национальный фонд страхования. Например, если вы зарабатываете не менее 242 фунтов в неделю, то всего будет вычитаться 20% подоходного налога. Вы можете получить возврат подоходного налога, когда закончите работу. Следующий налог, который будет вычитаться из вашей заработной платы, это национальное страхование (NI) – 8%. Если вы зарабатываете не менее 242 фунтов в неделю, то 8% от суммы свыше 242 фунтов будет вычитаться в качестве взносов в фонд национального страхования. Эти взносы возврату не подлежат. Например, если вы отработали 40 часов в неделю по часовой ставке в 12 фунтов, вы заработаете 480 фунтов. Вычтите 242 фунта из вашего общего заработка. Получится ваш облагаемый заработок. 480 фунтов минус 242 фунта равно 238 фунтов. Умножьте облагаемый заработок на 8%, чтобы рассчитать сумму взносов в фонд национального страхования. В данном случае будет вычтено 19,4 фунтов стерлингов. В Великобритании вам присвоят номер национального страхования, который также будет указываться на вашем расчетном листке. Запомните этот номер, он понадобится вам для получения возврата подоходного налога и для получения медицинских услуг. Будет ли оплачиваться ваш больничный, если вы заболеете? Если вы не можете работать из-за болезни или травмы, вы можете получить оплачиваемый больничный (Statutory Sick Pay). Чтобы иметь право на оплачиваемый больничный, вы должны зарабатывать не менее 123 фунтов стерлингов в неделю в течение максимального периода 8 недель и болеть не менее 4 дней подряд, включая нерабочие дни. Оплачиваемый больничный будет вам выплачиваться по ставке 116,75 фунтов в неделю. Вы должны сообщить своему работодателю о болезни и невозможности работать в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки. В течение первой недели болезни вам не нужно предоставлять никаких справок от врача в письменной форме. После первой недели вам потребуется предоставить работодателю медицинскую справку, так называемый Fit Note. Вы можете получить Fit Note бесплатно у своего терапевта. Помните, что если вы не можете работать по причине болезни или травмы в течение длительного периода времени, вам, возможно, потребуется вернуться в свою страну.
У вас также может быть право на оплачиваемый отпуск, но вы должны подать заявление на отпуск в соответствии с установленными на вашей ферме распорядками. Вас не должны заставлять брать оплачиваемый отпуск, если вы этого сами не хотите. Все оставшиеся у вас отпускные будут выданы вам в виде разового платежа к окончанию вашего пребывания в Великобритании. Если вы хотите точно знать, сколько отпускных вы получите и как они будут рассчитаны, вам следует поговорить с руководством фермы. Вы также можете посетить этот сайт, который поможет вам рассчитать ваши отпускные. Для расчета своего заработка и расходов удобно будет пользоваться подобной таблицей. Мы подошли к концу 6-го модуля. Надеемся, вы получили достаточную информацию о том, как рассчитываются ваши доходы и расходы во время работы по программе. В модуле 7 мы обсудим, какие у вас будут права и обязательства во время работы по программе сезонных рабочих.